Привет, это Денис Артемов, главный редактор сайта mzk1.ru. В лихие 90-е в Киеве действовала крупнейшая преступная группировка, организованная Борисом Савлоховым, имеющим сразу два прозвища – Савлоха и Салоха. Ему, в отличие от многих других украинских авторитетов, удалось пережить лихолетие и даже заиметь официальный статус. Так, Савлохов был заслуженным тренером Украины по борьбе, президентом Федерации борьбы Украины, президентом Фонда социальной защищенности спортсменов, президентом Ассоциации любителей борьбы Украины, вице-президентом совместного предприятия General Motors. Помимо прочего, обладая званием заслуженного тренера, Борис Сосланович был прикреплен к Министерству обороны. Но до конца очиститься от лихого прошлого не успел. Уже имея вес в политических кругах, попался в 1999 году банально на вымогательстве. Был осужден и затем скончался в колонии. Но была ли его смерть действительно от сердечного приступа, как гласит официальная версия, неизвестно. Люди, которые отбывали с ним срок, потом говорили, что на здоровье Савлоха никогда не жаловался. А незадолго до трагического дня к нему приезжали какие-то люди, имеющие отношение к властям Украины. Да и попал он в тюрьму тоже, как говорили, по сфабрикованному делу, после того, как изъявил желание стать народным депутатом Украины, что было не по нраву местным властям. Говорили, что этим он перешел дорогу чуть ли не самому президенту, который еще в 1997 году лично поздравлял Савлохова в связи с присуждением последнему звания «Меценат года». А на грядущих президентских выборах 1999 года Савлоха активно собирался поддерживать конкурентов президента, который терял доверие народа. К моменту выборов на Украине наблюдалась некоторая стабилизация ситуации. Была остановлена гиперинфляция и введена национальная валюта гривна. Однако, несмотря на это, социально-экономическая ситуация оставалась напряженной. Росла безработица, тормозились необходимые реформы. Начиная с мая 1995 года показатель доверия действовавшему президенту постепенно снижался. И к маю 1999 года уже 61% респондентов утверждали, что не доверяют президенту. На этом фоне Савлоха совместно с еще рядом лиц, включая как авторитетов, так и бизнесменов, начал продвигать своих людей во власть. Также и сам, как уже сказал, собирался стать депутатом. Но сделать ему этого не дали. В 1999 году Бориса Савлохова все-таки арестовали, а затем и посадили за вымогательство $10 тысяч у двух фермеров и причинение тяжких телесных повреждений. Казалось бы, зачем человеку, в бизнесе которого вращались миллионы долларов, возвращаться к мелкому рэкету? Но как бы то ни было, Савлохова таким образом убрали с политической арены. В дальнейшем украинский президент, регулярно выпускавший заключенных, в том числе и лидеров ОПГ по амнистии ко Дню независимости, ни разу не включал в эти списки известного тренера и мецената. А 26 марта 1999 года в автокатастрофе погиб и лидер Народного руха Украины Вячеслав Черновол, которого рассматривали в качестве вероятного кандидата в президенты. Кстати, Борис Сосланович должен был освободиться в середине июня 2004 года, как раз накануне очередных президентских выборов, но не дожил до освобождения всего месяц. История с теми выборами оказалась для многих фатальной. Вообще, Борис Савлохов родился в 1952 году в Северной Осетии, где и провел первые 22 года своей жизни. С детства занимался борьбой, достигнув здесь колоссальных успехов. В 1970 году стал чемпионом СССР среди юниоров. Через 3 года был уже победителем молодежных игр РСФСР. Трижды в 1971, 1974 и 1978 годах становился чемпионом вооруженных сил СССР. А между этим в 1977 году стал чемпионом спартакиады дружественных армий в Монголии. Были и другие победы на борцовском ковре. В Киев Савлохов попал также благодаря своей спортивной деятельности. Он поступил в Киевский государственный институт физической культуры, который в 1978 году окончил, после чего и остался в Украине, начав в 80-х тренерскую работу. На первых порах поддержку ему оказывал легенда украинской вольной борьбы Владимир Синявский, который понимал, что Савлохов выведет борьбу на новый уровень. В каком-то роде так оно и произошло. Во времена СССР Борис Сосланович стал заслуженным тренером, воспитав нескольких чемпионов Европы и мира. В Киеве Савлохов проживал на улице Курской, в
квартире, которую ему предоставил Синявский. На этой же улице жил еще один именитый борец, а в дальнейшем крупный авторитет Виктор Авдышев. По словам различных источников, оба спортсмена хорошо знали друг друга, поэтому в 90-х старались не пересекаться на поприще бизнеса, избегая возможных между собой конфликтов. Между тем, будучи тренером, Савлохов, если верить информации, благоволил своим землякам, которых приглашал в Киев и продвигал их по спортивной линии. В дальнейшем они и составили костяк ОПГ. Еще до начала кооперативного движения Савлохов занимался контрабандой. Благодаря своим связям в Министерстве обороны наладил провоз на территории Украины различных товаров из Венгрии. То, что в Советском Союзе можно было достать только за бешеные деньги у спекулянтов, жевательную резинку, джинсы, пластинки западных рок-групп, в социалистической Венгрии не было дефицитом. Проиграв восстание против коммунистического режима в 1956 году, венгры, однако, получили больше прав по сравнению с теми соцстранами, которые не восставали. В социалистической Венгрии были разрешены мелкий частный бизнес, торговля и сфере услуг. И этим пользовались предприимчивые спекулянты, покупая по дешевке товары у венгров и переправляя их контрабандой на территорию СССР, где они перепродавались с огромной наценкой. Если верить информации, таким нелегальным на тот момент делом и занимался Борис Сосланович. Только в 1986 году при поимке одного крупного киевского спекулянта им было озвучено имя человека, который снабжал его товаром. Им и оказался Савлохов, который имел отношение к южной группе войск, расквартированных в Венгрии. Савлохова арестовали и предъявили обвинение по статье о контрабанде. Год Савлоха провел в СИЗО, и в марте 1987 года Львовский военный гарнизонный суд признал Бориса Савлохова виновным. Он получил 3 года, правда условно. Хотя по другой версии, озвученной источником, Савлохов действительно возил контрабандой товар. Об этом действительно узнали правоохранительные органы, и кое-кто из этой системы предложил Борису Сослановичу поделиться прибылью с незаконных сделок и спокойно продолжать этот бизнес уже с откатами нужным людям. Он же отказался, и только из-за этого делу дали ход. Как бы то ни было, то обстоятельство, что заслуженный тренер остался на свободе, позволило ему после вышедшего закона о кооперации собрать команду рэкетиров из своих подопечных борцов, которые начали крышевать киевских кооператоров. Причем в недалеком прошлом эти борцы достойно представляли Украину на международных чемпионатах и Олимпийских играх, но, выбрав другой путь, свою спортивную карьеру загубили. Как говорили несколько участников ОПГ, те деньги, которые они получали в период своей деятельности в бригаде, в разы превышали те суммы, которые шли от их спортивной жизни. Вместе с Борисом свои группировки организовывали и другие представители криминального мира, с которыми быстро начались конфликты. Однако Савлохов, сделав ставку именно на своих земляков-спортсменов, в итоге получит преимущество при различных конфликтах, которые сначала разрешались в рукопашную и лишь затем при помощи оружия. При стычках равных им в Киеве на тот момент не было. Главными конкурентами на левом берегу была группировка Бонника, с которой часто были недопонимания. Но после ряда встреч была достигнута договоренность лидеров бригад о союзничестве. Но вот с бригадой уголовного авторитета Олега Потищука такой договоренности не было. Уже в 1989 году Олег Потищук, одним из первых основавший преступную группировку и рэкетирующий отдельные коммерческие структуры, расположенные в центре города и на лесном массиве, вторгся на территорию Савлохи. Здесь он также начал кошмарить отдельно взятых кооператоров. Но делиться территорией с Потищуком Савлохов не собирался. С уголовным авторитетом встретились у гостиницы «Киев». В общей сложности на той стрелке присутствовало более 100 человек. Собирались ли они вести диалог, неизвестно. Та встреча закончилась массовой дракой и поножовщиной, в ходе которой был убит один из боевиков Пати, из-за чего назревала, наверное, одна из самых первых киевских криминальных войн. Однако через несколько месяцев Потищук скончался от передозировки наркотиками, а его преемник отказался претендовать на левый берег, таким образом погасив возможный кровопролитный конфликт. Зато правоохранители, среди которых у Савлохова в то время не имелось больших покровителей, после той бойни обратили внимание на его бригаду. В течение месяца было арестовано 3 активных участников ОПГ, которым инкриминировалось вымогательство и убийство.
В этот момент один из ближайших соратников Савлохи по фамилии Маргиев уехал в Россию, опасаясь, что следующим, кого коснется арест, будет именно он. Сам Борис остался в Киеве и продолжил свою деятельность. Однако, чтобы окончательно укрепиться на левом берегу Киева, Савлохову пришлось привлекать еще спортсменов, которых вызывали из Осетии. Не только рэкетом занимался авторитет. Также под его началом были бригады наперсточников, которые вели свою деятельность на подконтрольном Савлохе авторынке. Если верить данным, то к началу 1991 года в ОПГ состояло около 200 боевиков, причем сплошь спортсмены-разрядники. В последующие годы численность группировки только росла, как росло и количество подконтрольного бизнеса и собственных коммерческих структур. Савлохов контролировал несколько вещевых рынков – гостиницы «Турист» и «Славутич». Это не считая мелкий бизнес. Еще одним авторитетом, кто в начале 90-х решил потягаться с Савлоховым, был Владимир Кисель. Ставя под свой контроль бизнесменов, он заинтересовался армянским рынком, который находился на левом берегу недалеко от станции метро. Его люди в один из дней перешли на рынок, где начали требовать с отдельных торговцев дань. Как затем выяснится, эти люди раньше работали на другом рынке и действительно платили тогда за крышу Киселю. Но в какой-то момент перебазировались на левый берег и попали под влияние ОПГ Савлохова. Кисель, вероятно, считал, что эти торговцы, где бы они ни вели свою деятельность, должны выплачивать проценты ему, раз он первым поставил их под свою крышу. В итоге кооператоры были вынуждены обратиться к одному из бригадиров Савлохи, объяснив всю ситуацию. Здесь заслуженный тренер доказал, что людей, работавших под его крышей, в обиду не даст. Здесь же на территории рынка была забита так называемая «стрелка», на которой спортсмены с помощью грубой физической силы дали понять, что на бессмысленные диалоги «чей коммерсант» не идут. Раз они под их крышей, никто не имеет права требовать с них ни денег, ни что-либо другого. Оппоненты, видимо, оценили физическую мощь противника и после рукопашной, закончившейся не в пользу киселевцев, достали огнестрельное оружие, то ли чтобы утихомирить спортсменов, то ли чтобы все-таки показать свое превосходство. Выстрелы преимущественно были в воздух, однако шальная пуля попала в одного из торговцев, который здесь же